на форуме «Асылташ» в Башкортостане что-то происходило, скажем так. Мне до сих пор до конца непонятна суть мероприятия, идея организаторов, но не суть. Собрались молодые, и там что-то в едином порыве должны были, видимо, делать. Ну, проникаться патриотизмом – это точно. Тут, опять же, никаких сомнений. Кто-то вот не захотел петь «Я русский», что можно в некотором роде понять. Ну, а дальше пошла информация, что там, дескать, запрещали петь песни на башкирском языке в принципе. Люди пели индивидуально, кто-то в группах, но есть опять-таки не 100% подтвержденная информация, но похожая на правдивую, что был запрет исполнять песни артиста Алтыная Валитова, известного нашего музыканта, который на фоне баймакских событий был вынужден покинуть родину, но до того, да и сейчас, в общем-то, является узнаваемым среди башкирской молодежи популярным артистом. Все началось с поста, где есть конкретная цитата. Башкирские чиновники решили до такой степени угодить Москве, что исключили башкирский язык из мероприятия. Любые выступления только на русском. Ведущим наказали говорить только на русском. Пригласили выступить скандально известного Тимура Валитова. Гимн включали только на русском. Включали башкирам песню «Я русский» и хотели заставить их петь. Я подумал и решил, что почему бы не найти кого-то из участников, и, собственно, пообщался с одной девушкой, которая на условиях анонимности села и рассказала мне, что же, собственно, ужасного на форуме происходило. Во-первых, да, шаман периодически песни играл. Я русский. Периодически даже? Время от времени, да, все-таки форум не один день, наверное, шел, и в целом там периодически орало вот это вот из динамиков, но, естественно, никто петь эту песню не заставлял. Просто был большой плейлист, и включалась в том числе вот эта вот хрень время от времени. О ни о каком запрете мы говорить не можем. Естественно, ребята там бегают, поют. Что она в том числе говорит, что она башкирский язык знает плохо, но тем не менее на нем разговаривали практически все участники между собой, и она хоть и не была там, я не знаю, погружена, да, хоть и выросла в Башкортостане, но язык знает плохо, но ей, как бы сказать, ей было интересно, и вполне себе это так прикольно выглядело.